Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. У нас сегодня заключительная тренировка перед первым товарищеским матчем. Играть будем с командой «Башстар». Команда руководима народным артистом двух республик Айдаром Галимовым. Вы знаете, мы однажды команда БСТ, у нас очень мощная футбольная команда, играли тоже товарищеский матч против этой команды, и мы проиграли 4-2. Я как мог команду заводил, я как мог вел ее вперед. Да, это происходило на скамейке, но даже это не помогло. Поэтому недооценка соперника быть не может. Я как тренер-мотиватор буду заводить своих парней и девчонок. А что будет на игре, я не знаю. Но Евгений Николаевич максимально заряжен. Буфон, Платини, Роналдо. Не слышали? Никто из них не сможет сделать то, что делаю я. Первый выход на большое поле. Огромный выбор игроков, правда, невысокого уровня, с большими особенностями. Айдар Галимов и компания против реалистов. Форма только пришла, надеюсь, что принесет удачу. И форма тоже. На выход после контрольной игры. Игра контрольная была, и контрольную не сдал. Кто покинет проект на этот раз? Кто опоздал? Ну, девчонки, понятно, да? Тут Сашка у нас опоздал. Сань, ты чё? Мне дали полномочия отшлепать тебя. Вот этими вот белорусскими руками, понимаешь? Здорово. Секунду, привет. Ну, что? Светофоры почувствовали, что я опаздываю. Какие светофоры? На российской. На какой российской? Все просто красные. Пойдем к тренеру. Отчитываться? Отчитываться, отжиматься, отчитываться. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Саша. Опоздавший. 30 отжиманий. По 20 было. Так, не разговаривай. Саша, ну что это за отжимания? Ниже опускаемся. Саша, я бы тебе помог бы, но не хочу. Дисциплина по-прежнему хромает. Евгений Перевертайло еще не готов идти на крайней мере, поэтому 3 десятков отжиманий пока достаточно. Кто у нас появился? Эмиль. 30 отжиманий, Эмиль. Хорошо, с широкими руками я могу 300 раз отжаться. Вы можете 500. А с постановкой с узкой постановкой сложнее. Эмиль Акзамов. Родился 1 апреля 1991 года. Футбольный фристайлер, который с командой Уфа с самого ее основания. Уверен, его трюки помогают забивать голы. Эмиль Акзамов прославился не только благодаря фристайлу, но и легендарному клипу футбольного клуба Уфа. Но это только одна из сторон многогранной личности. Для него нет авторитетов. Буфон, Платини, Роналду не слышали. Никто из них не сможет сделать то, что делаю я. Эмиль Акзамов бросает вызов футбольному миру в целом и Уфе в частности. Пришел на проект специально, чтобы забить команде премьер-лиги. И трюки с фристайла должны ему помочь. Даже экспонаты на выставке в музее Нестерова едва не взлетели под потолок. Ну, в принципе, даже таким мячом из футболок и проволоки, я думаю, смогу сделать трюки. По идее, даже с апельсина могу сделать эти трюки. Апельсин, грейпфрут – все цитрусовые к ногам фристайлиста, который наверняка поможет реалистам-любителям. Раньше были классные рекламы, найковские, Пепси. Звезды футбола делали крутые трюки с мячом. И это было реально, ну, прям здорово. Сейчас таких реклам не делают, на самом деле.
Вот, и смотрел эти рекламы, понравилось, хотел повторить трюки. Поначалу казалось все реально очень сложно, невозможно. Ну, тренировка 2-3, уже начинает что-то получаться. Потом я уже все эти трюки повторил, которые делали футболисты, и начал искать что-то сложнее. Вот, и нашел футбольный фристайл, и все, я с тех пор уже в этом виде спорта. Получится ли у Эмиля применить свои навыки в командной игре? Вопрос. Пока тренировки отрабатывают действия с мячом. Мяч внизу, передачи короткие. Отдал и на свободное место вышел. Без ограничения касаний. Можно 2, можно 3 касания, можно 1. Поехали. Семенящий бег выполняем влево, вправо и бросаем в сторону мяч. Только меняем позицию. Все время переходим из одной зоны поля в другую. Свободно перемещаемся на умеренной скорости. На управляемой скорости работаем с мячом. Так, нам надо уйти из центрального круга, потому что по сигналу начнется здесь буря в стакане начнется. Меняемся, меняемся. О, Саша Усманов до утра будет. Это любимые тренерским штабом пятнашки. Так. 2, 3, 4, 5. А мне надо подготовить дистанцию для эстафеты. Сегодня Евгений Николаевич без своих помощников. На самом деле Евгений Николаевич вот всем этим заниматься не должен. Ну, главный тренер. Нет, я рассказывал о том, что вы не должны этим заниматься. Да. Дело в том, что сегодня Наиль Хабибуллин, Денис Иванов, они Заняты игрой своего возраста. играют против Челябинска. Да, играют против Челябинска, и поэтому Евгений Николаевич сам вынужден проводить эту тренировку, хотя это дело абсолютно не его статуса, ранга и авторитета. Ну ничего, мне кажется, в поле Евгений Николаевич даже кайфует. Не, ну это футбол. Но это футбол, это большая составляющая футбол. Ребята довольны. Выплевывают легкие, но довольны. Настюха! Хорошо, хорошо. Быстрее стараемся, быстрее! В челночном режиме эстафета выполняется. Добежать до первой фишки, по внешней стороне вернуться, а вам по внутренней стороне вернуться. Как только ваша очередь снова доходит, вы добегаете до второй фишки, пробегаете назад, становитесь в конец, потом до третьей и в обратном направлении, до второй, до первой, и на этом закончим. Традиционная эстафета. С мячом и без мяча. Все как обычно. Проигравшие отжимаются. Двусторонка на этот раз на все поле. Впервые, кстати. На самом деле все покажет игра с командой Баш-Стар. Ну, товарняк-то мы как скатаем с этим составом? Со звездами. Ну, мы еще подумаем, как играть, потому что у нас огромный выбор игроков, правда, невысокого уровня. Ну, своеобразных очень игроков. Да. Там тоже не профессионалы. Да, они с большими особенностями. Интересные действия. Замечаю вот Анастасию. Анастасия. Вот, да. Ну, это Джокер.
Да, это, скорее всего, Джокер. Да, игрок на замену. Впереди первый товарищеский матч, и соперник очень неслабый, прямо скажем. Команда «Башстар». Это звезды башкирской и татарской эстрады. Они тоже любители, но игрового опыта у них явно больше. Разыграли. Вы что, пенальти разыгрывали, что ли, мужики? Подходим, подходим, защитники, защитники, выходим немножко. Ну неплохо, отходим лицом к мячу, зеленый, отходим лицом к мячу. Видим мяч все время, контролируем развитие атаки соперника. Первый выход на большое поле. Огромный выбор игроков, правда, невысокого уровня, с большими особенностями. Айдар Галимов и компания против реалистов. Форма только пришла. Надеюсь, что принесет удачу. И форма тоже. На выход после контрольной игры. Игра контрольная была, и контрольную не сдал. Кто покинет проект на этот раз? Команда впервые в форме футбольной Уфы. Впервые на скамейке клуба премьер-лиги. Соперники не знают друг друга. Для знакомства несколько минут на разминке. Быстрее передачи, набирайте ножки, пусть работают. Вот ты сегодня опять работал всю ночь, 3,5 часа спал. Как себя чувствуешь? Отлично, Честно. Силы есть? конечно. На матч Не хватит? первый раз, да? Замена, если что, есть. Тренер Как по поводу команды, что думаешь? Нашей команды. Все шансы есть. Все Только шансы есть? сыгранности вот пока не хватает, но надеюсь, там ребята тоже не супер будут сыграны. Ну, Да, ты зря так думаешь, они часто играют вместе. Ты хоть знаешь, кто все такой победим. Айдар Галимов? Нет, зачем? Сейчас узнаем. Ну, знаешь. Да, знаю. Рекламу видел. Клевый чувак. Давай, удачи, капитан. Давай. Башстар, между тем, не намерена смущаться. Кстати, именно к этой игре успели заказать новую форму. Первый раз вот форма только пришла, наша форма, да, сегодня, практически сегодня, и сразу вышли в ней. Надеюсь, что принесет удачу. И форма тоже. Ну, откровенно говоря, у вас шансов-то много на самом деле. Ну да. Было бы неделю Было назад, бы. сейчас уже нет, сейчас сыграно все. Сыграно уже. Там пацаны в порядке. Там 4 женщины специально, чтобы вас отвлекали. Организовать встречу получилось легко, хватило пара звонков. Башстар периодически проводит футбольные матчи уже несколько лет. Айдар Ганиевич, пару слов об этой команде. Что скажете, как вы ее пишете? Ну, что я скажу? Во-первых, это на самом деле профессионалы в своем деле. Музыканты, композиторы, певцы. Мы стараемся сохранить команду, хотя это не так-то просто. У каждого свой график, у каждого свои гастроли. Не всегда удается совместно тренироваться, но стараемся. Вот Вы слишком политкорректны. Вы как часто за время матча материтесь? Ну, не часто, но пару раз там. Ну, пару раз. В первом тайме один раз, во втором. По-татарскому, по-татарски или на русском языке это все? Как у вас? Ну, интернациональный. у нас Интернационально? язык. В стартовый состав вошли вратарь Оскар Шангареев. В защите Максим Степанов, Эмиль Акзамов, Марлен Абкаримов, Антон Саранцев. Полузащитники Денис Сабуров.
Вагис Еватов, Юрий Елитов. В нападении Наиль Юлгильдин, Айдар Муртазин, Руслан Зулкарнаев. По ходу матча замены. Какие ощущения? Вообще суперские ощущения. Адреналин подскачивает. Ну, подошло вот это, да? Да, вообще мотивация классная. Слушай, я никогда не был капитаном, мне интересно, что это такое. Я не знаю, я сегодня первый раз это почувствовал. У тебя Реально точно? круто, да. Установку дают и игрокам команды Баш-Стар. Здесь тоже есть свои нюансы. Ты в защите будешь? Где надо усилить, туда и ставь. Вот сейчас была установка. Тренеры спрашивали у меня, как у инсайдера, а кого опасаться. Я сказал тебя. Тебя, скорее всего, будут ломать жестко. Это ты зря, конечно, сказал. То есть я на замене, видимо, начну матч, да? Я шучу. Когда мы будем вести 5-0, выйду. Поначалу игра совсем не вдохновляет. Только чуть позже соперники начинают действовать активнее. Иди, 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 иди. Уверенно играют соперники, создавая опасные моменты. Макс, если мяч на том фланге ближе к центру, даже если они будут получать, ты перед ними. Им еще нужно тебя обыграть. Иногда игра идет на грани фола, порой неоправданно. Но несмотря на все старания, футболисты Баш-Стар выходят вперед. Игроки нервничают, переигрывают, иногда не хотят уступать место на поле. Так Айдар Османдияров не сразу отреагировал на установку тренера. Антон, давай, выходи. Османдияров. Османдияров. Ну вот не сразу вы вышли на замену, да, один из игроков даже посчитал, что это игнор. Не услышали? Игнор кого? Указание тренера, чтобы к замене. Я не буду ничего говорить. Тренеру, как говорится, виднее. Надо доказывать на тренировках, значит, не доказываю. Вот и все. В перерыве обсуждают, каким образом действовать дальше. У нас центральная линия полузащитников. Она у нас действует только в обороне. Она отнимает мячи, но она не начинает атаки. У нас потому что защитники пытаются сами первой передачей направить нападающих. Но прекрасно понимаем то, что длина поля велика, и мы не можем добить эти мячи. И все мячи, получается, у нас идут в борьбу, все в единоборство. Почему мы в шорах и не видим центральных полузащитников? Их трое. Во-первых, они не предлагают себя, я понимаю то, что они висят на игроках и сразу открываются в глубину. Во-вторых, центральные защитники не смотрят. Так предложите себя. И почему проигрываете? Там в первом тайме у нас центральный нападающий что-то гол не забил, 2 раза у него моменты были. И не пробивал, дал куда-то пас влево или вправо. Не в нападении давал. Посмотреть на первую двусторонку вышел и генеральный директор футбольного клуба Уфа Шамиль Газизов, человек, при котором команда вышла в премьер-лигу, сыграла в Лиге Европы. Но он уверен, футбол должен быть доступен каждому. Именно поэтому поддержал проект «Реальный футбол». Круто. Я считаю, что футбол для этого и создан, чтобы реализовывать свои планы и определенные мечты. Вот я думаю, что такая мечта у них реализовывается. Сейчас они играют с артистами. В следующий раз, я думаю, мы будем играть уже с большой командой. И футбол, он для этого создан, чтобы объединять и чтобы нести любовь. Вот так я скажу. Не пожалели, что не отправили анкету? Мне нельзя. У меня травма. Я через 3 месяца готов буду играть, и тогда я отправлю обязательно. У нас идет второй тайм матча. Сегодня очень плохая для футбола погода, жарко. После первого тайма ведут ребята из команды Баш-Стар. В самом начале второго наши пропустили еще один. И пока как-то складывается ощущение, что подсели, немножко устали ребята. Ну а что такого? Первый матч
полноценный, два тайма по 30 минут. Моменты возникают, но пока как-то вот сыгранности не хватает. Хотя тренеры готовы, тренеры в порядке. Как соперник, по-вашему? Очень сильные, они сыгранные. Это чувствуется сразу, что команда, наверное, играет уже не первый год вместе. Нам все-таки надо больше вот этой внутренней мотивации, дружбы, слаженности. Но это будет со временем придет. Еще пару тренировок. Но реалистам отыграться не удалось. Наоборот, пропустили еще один мяч. После матча подведение итогов. Для кого-то эта игра станет последней на проекте. Игра контрольная была, и контрольную не сдал Османдияров, крайний защитник у нас, Айдар. Мы вынуждены с ним проститься. Я хочу поблагодарить его за участие в проекте, сказать ему спасибо за его отношения, но по уровню показанной игры, значит, мы вынуждены с ним проститься. Спасибо тебе большое, что ты изъявил желание. Спасибо большое вам И за такую возможность. успехов тебе. Выражаю благодарность каналу БСТ, футбольному клубу Уфа за такую возможность, как говорится. Не обидно? Обидно такой нету, как говорится, не дети маленькие, все-таки возраст уже есть. Поиграли, спасибо, как говорится, за возможность, побегали на нефтянике, на прекрасном поле. Как говорится, постояли в том месте, где стоял Стивен Джерард. Поэтому спасибо и все. Главное для меня важно одно. То, что у нас людской материал самый главный есть. Не нефть, не пчелы, не мед, не золото, ничего. А люди, которые есть в Башкортостане. Спасибо вам большое, что вы играете в футбол. Спасибо вам большое, что вы любите футбол и любите просто двигаться. Вы самый большой пример для всех и подрастающего поколения, и для взрослых тоже. Спасибо вам большое. На самом деле, за вашим футболом более интересно наблюдать, чем за другим. Я вам сейчас скажу. Спасибо большое. Первый матч показал, что работы еще более чем достаточно, необходимо тренироваться усиленнее. Впереди главный поединок, игра с Уфой, ради чего и затевался амбициозный проект. У ребят еще больше желания дать бой профессионалам, но одного желания недостаточно. Продолжение следует. Сань, ну не добегаем, Сань, ну нельзя. Тренировки усиливаются. В реальном футболе новый игрок. Ко всему прочему, этот человек неплохо играет в футбол. Чем поможет 30-летний Джокер? Непривычно в 30 лет начинать опять бегать. Это 30-ка? Собака мордой вниз, когда блондинка строит коллектив. Я просила не разговаривать во время тренировки. Стретчинг для поддержания формы. По следам Кокорина и Мамаева. Александр Беринов на этом поле смог бы играть в футбол? Да еще хуже играл, поэтому нет проблем. Любители сыграют товарищеский матч в исправительной колонии. Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.